Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации Абхазии создан в 1999 году. Основная функция ведомства – управление государственным имуществом. А приватизация – один из методов управления им, пояснил Николай Ачба. Первый договор о приватизации заключен в 2003 году, после принятия соответствующего закона, напомнил зампредседателя Госкомимущества. Всего из республиканского имущества приватизировано около 140 объектов, и в фонд приватизации поступило 700 миллионов рублей. 2015-16 год, это, по-моему, 7 или 8 объектов. До 2005, по-моему, тоже что-то в этом же, в этих же пределах, не больше 10. Это республиканской собственности. А с 5 по 15? Ну, вот если около 140, вот считайте. Понятно, около 120 было. Ну, в районе того. Николай Ачба рассказал о том, как выполняется поручение президента провести инвентаризацию и составить реестр объектов государственной собственности, которые ранее были сданы в аренду или приватизированы, и по которым арендаторы и собственники не выполнили договорных условий и не ввели объекты в эксплуатацию. На данный момент с собственниками и арендаторами порядка 30 объектов ведутся переговоры, уточнила Ачба. По этому поручению ведется очень активная работа. На сегодняшний день она не закончена, но я думаю, в ближайшие сроки это будет все сделано. Ведется работа еще в каком плане? По тем объектам, по которым не исполнены условия, о восстановлении. В очередной раз напоминается о том, что они должны исполнить свои условия. Должна быть досудебная санация. Это проведение переговоров, переписка, требования об исполнении условий договора. Есть, где ведутся переговоры о расторжении договоров купли-продажи или аренды по обоюдному согласию, путем заключения соглашения о расторжении. Переходя к конкретным примерам, Николай Ачба рассказал, что ведутся также переговоры с собственниками гостиницы «Абхазия» в Сухуме, которая производит удручающее впечатление на жителей и гостей столицы. По гостинице «Абхазия» ведутся переговоры, и о расторжении в том числе. То есть мы говорим о том, что договор будет расторгнут, если в кратчайшие сроки собственник не предпримет каких-то мер по устранению нарушений. Кратчайшие сколько? Ну, это буквально вопрос недель. Там не исполнены условия о восстановлении, вводе в эксплуатацию объекта. По словам Николая Ачба, главной причиной того, что объекты не восстанавливаются, собственники называют последствия экономического кризиса 2008 года и сложные в финансовом отношении 2014 и 2015 годы. Амра Амичба, Беслан Чхинджери, Абхазское телевидение.